Рюген – крупнейший по площади остров в Германии. Мы назвали его солнечным, потому что, согласно исследованиям метеорологов, на Рюген выпадает больше всего солнечных часов в году. Он по-настоящему теплый и светлый, любимец солнца и моря. Ветер весело шумит, судно по морю бежит, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. В стихах, знакомых нам с детства, речь идет по одной из версий о вполне настоящем географическом месте. И остров имеет название Рюген. А море, о котором идет речь в сказке Пушкина, называется Балтийским. Напомним, что это не первая наша встреча с солнечным островом, история которого хранит немало загадок. Это кадры северного города Германии с богатой историей и своеобразной архитектурой – Штральзунд. Его по праву называют воротами острова Рюген. И об этом городе ганзейской кирпичной готики мы тоже уже рассказывали в нашей передаче о Германии. Вот она, история в узких улочках. Просим сразу снимать видео и начинаем трансляцию. Все по правилам сказочного жанра. Крибле, крабле, бумс. Мы не в сказке. Здравствуйте. Мы в современной Германии. Я, Дильбар Хаджаева, приветствую вас в нескучном путешествии. И обещаю, оно точно будет нескучным. Оставайтесь с нами на канале областного сагдийского телевидения. Госпиталь духа исцеления в Штральзунде. Это архитектурный ансамбль, одно из выдающихся достопримечательностей города. Раньше это было крупнейшее благотворительное учреждение, а сейчас место, где, заплатив небольшой финансовый взнос, можно приобрести право проживать в небольшом помещении. Раньше это был приют для нищих и бедных, серых и убогих при монастыре. Но так случилось, что это место превратилось в одно из живописнейших мест этого города. Мы идем дальше. Здесь на каждом шагу история. На этот раз мы побывали на фестивале. В Штральзунде мы попали на фестиваль Дни Валенштейна. Зрелище незабываемое, яркое, веселое, костюмированное шествие с музыкой и танцем. История отсылает нас в далекую эпоху 30-летней войны. Демонический генералиссимус Альбрехт Валенштейн потерпел поражение. Жители Штральзунда, проявив стойкость и сплоченность, оказали сопротивление войскам Валенштейна. Город отказался предоставить корабли шведам, так отстояв свою независимость. Вот она, синяя вечность. Море, бурное, спокойное, скрывающее на дне янтарные кусочки солнца. Море, таящее в себе нечто возвышенное, вселяющее сладкий трепет. Как тут не вспомнить мудреца Руми, тонко заметившего: мир так наполнен, что слова пусты. Дорога, дорога, как добрые руки добрых друзей, привела нас в Мукран. Согласитесь, с семьей путешествовать всегда веселее и уютнее.
Настроение приподнятое, аппетит хороший, воздух дышит влагой и небесным электричеством. Шелестят волны, мы наполнены чувствами и страстями. Я заказала себе десерт из ревеня. Ревень – это наша кислячка, которой очень много в наших шахристанских горах. Здесь готовят из ревеня исключительно все. И десерты, кроме десертов, и вторые блюда, и напитки. Так что в качестве гарнира попробовать нашу кислячку, а почему бы нет. И знаменитый эспрессо. Запах кофе везде. А вот рядом со мной сидит мой внук, Саша. Что выбрал Саша? Я выбрал булочку с яйцом. Это бургер. Я уверена, что наши дети все любят бургер. Море вернулось голосом чаек. Побережье здесь живописное. Море зовет, и мы, конечно, спешим туда. Если Бунин писал, что море пахнет арбузом, то здесь оно пахнет йодом, водорослями. Воздух чистый, свеж. Кстати, после дождя. И очень много полевых цветов, как у нас весной в горах. Теперь наш путь идет сквозь густой лес. Все выше поднимаемся мы, очарованные странники. Слушаем множество звуков, шум деревьев, видим, ощущаем неслышанное, невиданное, непознанное. Это Hexenwald. А что это в переводе? Это лес ведьм. Говорят, что здесь они живут, а может быть шабаш свой устраивают, и может быть даже здесь, в этом старом буковом лесу. Посмотрите, изогнутые, как будто и временем, и болезнями, и страданиями стволы этих замечательных деревьев. Так что идем вперед, вперед и только вперед. Ведьмы нам не страшны. Вот таков он, ведьмин лес. И солнце, и небо уже глядят по-другому. Зовут куда-то бродяжным богом. То, что было перед нами в этом национальном парке, это совершенно иное, незнакомое, иная жизнь. Здесь дышит и живут законы свои и силы свои. А в отдалении шумит море. Они связаны с буковым лесом, одним языком. Заповедник забирает всех, кто оказался здесь, в плен. И быть в плену природы – такое блаженство. И тянет этим поделиться. Высоко стою, далеко гляжу. Да, вот хочу разглядеть родной берег. Таджикистан, привет! Привет! О, море, море, возьми меня парусом алым в дальние дали вместе с собой. Белый город и розы. Это сразило не просто, дало вдохновение. И еще раз я подумала, слава человеческим рукам, тем людям, которые делают свой город красивее и лучше. Город-парк. Таким его сделал первый его правитель, большой эстет и флорист. Не один десяток лет жители продолжают эту традицию, растят розы и облагораживают здания. Гигантский парк-заповедник украшает эти места. Солнечные лучи строчат сквозь ветви, свистят мимо березы, клены, осины, шумят дубы. Все наполняет удивительным образом, упругой и радостной силой, энергией.
чудо прихлопнула. Но это не только любознательность оживает во мне. Наши торты не делают вас стройнее, но они делают вас счастливее. Вот это уж яблочко. Эти пироги делают нас счастливыми. Справедливо замечено, зрелища тоже делают нас счастливыми. В театре прямо на берегу моря мы буквально погрузились в историю Германии, когда вдруг в сумерках перед нами ожили кварталы и замки Гамбурга XV века. Добро и зло в лице пиратов во главе с Клаусом Штудербекером, любимцев простолюдинов, защитника свободной торговли и купцов, заботящихся исключительно о своей выгоде. Этот социальный конфликт, благодаря коварству и вероломству гамбургских богачей, привел народного заступника на гильотину. Но грусть улетучилась. Любовь и романтика, несмотря на трагедию, победили. Как, впрочем, во все времена добро и отвага побеждали и зло, и сухой расчет. Ох уж эти крутые горки, подъемы и спуски, лесенки и лестницы, виадуки и мосты. Еще одно колоритное курортное местечко на Рюгене. Могучие буковые деревья, валуны, растрепанные кусты ежевики, завитки плюща, запах моря и зелени, янтаря и корицы. Сейчас прошел дождь, и мы находимся в местечке Ломе. И здесь удивительное панорамное кафе. Картина открывается восхитительная, на морскую гладь. На горизонте сходящийся с небом. Яхты, лодки, причал. Вроде все как обычно, но нет. Есть особенное. После преодоления многих километров спусков и подъемов в компании родных чай с цитроном – самое то. Этим летом в Бергене, областном центре Рюгена, гастролировал знаменитый Томас Андерс. Шерри леди. Помните знаменитую группу из Германии? Мне повезло. Я попал на его концерт. Знай наших таджикских фанатов. Усидеть на месте было невозможно, верите? Добропорядочные немцы наслаждались музыкой сидя, а мы зажигали. Восточный человек эмоции не сдерживает, так уж повелось. Меня многие поймут. Кумир юности, сколько людей мечтали, любили под эти хиты. Новый день привел теперь нас в Тиссо, тихий зеленый городок. Однако здешняя достопримечательность, смотровая башня, довольно внушительная. Еще недавно эта башня имела важное оборонительное значение, а ныне здесь музей. А главное, море и зеленый оазис. Море зеленое. А мы с вами поспешим на пляж. Полюбовавшись окрестностями, спускаемся вниз, спешим дальше. Что Рюген снова нам готовит? Мы идем на пляж. Дорога идет через лес. Светлый, веселый лес. Прям Шишкин лес. Лес очаровывает снова и снова. Светлые струи солнца стекают по дубам и кленам. Солнце укрывается спинами деревьев. Большой, дикий, необузданный лес.
Эту бушующую кущу могло остановить только море, разлегшееся великодушно. И пролетающий над нами вертолет был похож на огромную стрекозу, придавая нашему походу налет кинематографичности. Путь в Морицдорф, еще одно загадочное и самобытное местечко на Рюгене, возможен только по воде. Нас встречает местный лодочник. Кусочек суши с совершенно особенной атмосферой. Запах воды и фруктовых деревьев, аккуратные домики, где заботливых хозяев не видать. Кажется, необитаемый, но клумбы с цветами, порядок и чистота кругом свидетельствуют, что жители Морицдорфа очень занятые люди. День лета всю зиму кормят. Мы бродим, что еще? Простор, ветер и полет мысли. Воля – вот где можно в уединении подумать о вечном. Друзья мои, Селин, еще один курортный городок Рюгена. Вот такие великолепные домики, белые, с террасками из цветов. Это традиция Селина. Оставайтесь с нами, мы идем на море. Прелести солнечного острова не дают нам покоя. Желание увидеть новое привело нас в очаровательный Селин, еще одну жемчужину Балтийского побережья. Курорт с неповторимым ароматом и, если хотите, со своей визитной карточкой. Это прекрасный курортный город на Рюгене, где самый удивительный и самый продолжительный пирс. Здесь даже для того, чтобы туда спускаться, придумали подъемник. На этот раз не очень повезло с погодой. Небосвод был лилово-свинцовый, но всем хотелось верить в солнце и тепло. Это Заснец, побережье Балтийского моря, национальный заповедник немецкий. И здесь вот меловые скалы, которые естественным забором огораживают парки и леса. Здесь прекрасно. Буйство красок и богатство оттенков, повсюду следы былой жизни, камни, валуны, галечник. Мир, переваренный и отшлифованный морем. Нагромождение стволов, развалившихся во все стороны. Поверху могучий лес. Заросли густой ежевики, на ветвях лохмотья хмеля и плюща, уродливые пни, похожие на скорчившихся старух, древесные корни, как змеиные плети. В заповеднике все органично, отжившее, мертвое и живое. Такая красота вокруг. Просто не верится, как будто мы в другой цивилизации. Да, это точно. Эй-гей-гей! Любуешься, не налюбуешься, не насмотришься, дышишь, не надышишься. Согласитесь, мастерская природы гостеприимна, мы в ее чертогах. Без небесных сил здесь точно не обошлось.
Это была еще не сама сказка. Сказка будет впереди. Действие происходит в центре Рюгена, в Бергене. Здесь, как вы видите, можно заглянуть в любой дом, все открыто. И мы с Сашей, я его беру в помощники, потому что в немецком я не сильна, мы решили зайти в один дом, посмотреть, как там все устроено. Айда с нами. Как известно, в гости с пустыми руками не ходят. Саша, что мы Мы приносим? взяли пирог вот такой вот. Пошли. Bonjour. Бонжур. Hallo. Hi. Hier, das ist für euch. Дильбар. Der jüngere Sohn. Нас встречают гостеприимные хозяева Клаус и Хайди, их сын Карстен. Hallo. Danke, danke. Bitte. For you. Danke. Это Хальди. Это Хальди, а Hallo. это Hallo. Hallo. Клаус. Клаус. I'm Дильбар. Благодаря их добродушию мы чувствовали себя как дома. Двор был естественным продолжением дома. Зеленый, пестрый, разноцветный, наполненный звуками. Посмотрите, какой пруд. Все началось с мечты – облагородить землю, вырастить сад. И не верилось, что сад будет. Но время идет, все меняется, все растет, живет вместе с ними, развивается, становится красивее, пышнее, гуще, Это большая-большая душистее. работа. Даже я это понимаю. Арбайтен. У Клауса редкая коллекция голубей и куропаток. Aber diese Dinger, wenn die jetzt alle so sitzen hier, ich meine, das ist zu viel. И рыбы. Да, рыбы непростые. Диковинные рыбы кой, семейство карповых. Это декоративные, одомашненные рыбы необыкновенной красоты. Они сновали под водой в пруду перед домом. В нашей коллекции 13 больших и 6 маленьких рыб кой, говорят хозяева. С этим прудом связана профессиональная деятельность Хайди. Она приглашает своих клиентов, которые делают педикюр и опускают свои ноги прямо в пруд. И рыбы делают свое дело. Вы представляете, какой массаж? Но сад – это особый разговор. Это дело жизни, воплощенная в жизнь мечта. И секрет Хайди и Клауса прост. Любовь к земле, трудолюбие и стремление к своей цели. Главным принципом жизни является любовь и взаимная поддержка. Весь мир держится на этом, и мой сад тоже. Растениям тоже нужна поддержка. У меня все растет рядом. Хорошо, что есть опора. Я посадила все это своими вот этими самыми ручками, говорит Хайди. Она призналась, что всю трудную работу сейчас делает сын. Косит газон, подрезает деревья и кустарники, а она только занята садом. Хозяйка дома относится к своим зеленым питомцам как к детям. Ствол этой березы она тщательно мыла до совершенной белизны, как бы это забавно ни выглядело. Как рассказала Хайди, в 1988 году они купили этот дом за небольшие деньги. С тех пор дом постоянно обновляется, реновируется. Можно представить, какая это огромная работа. Гроссе. Ой, у нас нет выходных, надо постоянно ухаживать, работать на участке, подвязывать, подрезать растения. В ходе ухода за садом я нашла вот эту корягу. Смотрите, как она похожа на моего мужа Клауса. Во дворе все разбито на зоны. Сама Хайди устраивает острова и горы в горшках и камнях. В такой атмосфере приятно пить утренний кофе у пруда. Опора. Да. Also
kann man hier finden. Sehr viel Spannendes. Seit А вот тут, под этим навесом, они принимают гостей, грилят, скрываются от непогоды. Aber abends kann man ja auch schön sitzen und grillen. А за этим столиком мы греемся на солнце, пьем чай, кофе. Вечером иногда можем выпить и бокал вина. У Хайди во дворе растет инжир. Радуюсь, как ребенок, увидев своего земляка. Прекрасное запашистое дерево. Zu sein. Ja, irgendwann geht es immer mal weiter. Ne? Beide zusammen, die nächsten Eier sind schon wieder da. Вот здесь, вот в этом прекрасном уголке мы с внуком хотим поблагодарить хозяев Хайди и Клауса за то, что они приняли нас и показали нам свой прекрасный сад. Знакомый жест. Привет полетел в далекие дали с острова Рюген. Их привет полетел в Таджикистан. Was hat die Taube gemacht? Все наше путешествие неотступно следовал за мной, жил во мне такой припевчик. Дорога вела нас по Рюгену, вела к путешествиям, к мечте голубой. Пусть мир необъятный, но все же приятно, очень приятно, когда ты шагаешь обратно домой. Таджикистан. Наше нескучное путешествие подошло к концу. И я говорю вам до свидания во Франкфурте на Майне, на мосту. Это символическое «до свидания». И совсем другая история. Так что встретимся на канале областного сагдийского телевидения.